Ангелы открывают, что следующие 9 минут имеют решающее значение по отношению к вам. Я убедительно прошу вас не упускать из виду важность этой видеозаписи. Потенциальные последствия значительны, поскольку в этот самый момент происходит необыкновенное чудо. Это чудо неизмеримых масштабов способно полностью изменить траекторию вашей жизни, наполнив ее безграничным богатством, здоровыми отношениями и бесконечным спокойствием. Уделив время просмотру этого видео и вникнув в его содержание, вы освобождаете место для того, чтобы заявить об этом чуде как о своем собственном. Бог открывает, что вы стоите на пороге самого грандиозного чуда в вашей жизни. Бог подчеркивает, что скоро произойдет трансцендентный прорыв. Этот прорыв принесет с собой не только финансовую независимость, но и возможность предаваться страстям и увлечениям, позволяя обеспечивать свою семью всем самым лучшим. С любовью и искренностью я передаю вам мир, победу, исцеление и благословение, которые будут в изобилии изливаться на всю вашу жизнь. Перед вами откроется новый сезон, где победа за победой будут следовать чудеса, создавая гобелен потрясающих преображений. Встречаясь с трудностями, не забывайте о символизме числа 11 часов 11 минут, напоминающем о том, что божественное руководство всегда доступно. Слова Бога ясны: завтрашний день будет наполнен удивительными благословениями. Будьте готовы к чудесному вмешательству, которое будет способствовать физическому, духовному и эмоциональному исцелению. Если вы разделяете любовь и уважение к Божественному, я приглашаю вас подписаться на наш канал «Пространство для общения и взаимного вдохновения». Стрессовая ситуация, в которой вы оказались, по Божьему обещанию, скоро разрешится. Сейчас я посылаю вам финансовые благословения и судьбоносные чудеса, которые способны полностью изменить ход вашей жизни. Бог замышляет нечто впечатляющее в вашу пользу. Это может проявиться в виде работы вашей мечты, любовных отношений или замечательного прорыва на вашем пути. В это время очень важно сохранить непоколебимую веру в Бога, подкрепленную постоянной молитвой. Благодаря такой самоотдаче вы станете свидетелем удивительных трансформаций, происходящих в вашей жизни. Когда вы будете полностью готовы начать новую главу, напишите 1010 в знак готовности получить благословения, которые Бог приготовил для вас. Божественное обещание ясно: это путешествие приведет вас к состоянию здоровья, богатства и успеха. Я приглашаю вас досмотреть этот ролик до конца, чтобы ваши слезы и прежние сомнения превратились в глубокое понимание. Бог готов благословить, восстановить и искупить вас на глазах у всех, даже у тех, кто, возможно, был вашим противником. Дорогое дитя, прислушайся к Божьему посланию, которое призывает тебя не нести бремя страданий молча. Попросите помощи и впустите Божественное в свою жизнь, ибо Его цель – принести облегчение и направить на ваш путь. Божественные намерения основаны на искренней и глубокой любви к вашей жизни. Не стесняйтесь выражать свою признательность за эту любовь. Знайте, что сегодня Бог окутывает вас благословениями исцеления, любви, новых возможностей и благосклонности, которые превосходят все ожидания.
Божественность имеет обыкновение щедро вознаграждать тех, кто полностью доверяет божественному руководству. В вашем путешествии я молю Бога направлять ваше сердце и защищать ваш разум. В ближайшие дни ваша решимость приведет вас к реализации всего того, о чем мы с вами говорили и чем делились. Пусть эта неделя станет для вас временем поисков и достижений, когда вы будете двигаться к божественным обетованиям с несгибаемым мужеством и непоколебимой верой. Священные слова звучат в наших сердцах, как песня надежды. Они напоминают нам о том, что в трудные времена мы находимся под защитой божественной мантии. Никакое оружие, созданное против нас, не устоит, и всякий язык, осмеливающийся обвинять нас, будет осужден. В книге пророка Исаии 54:17 это обещание звучит как гимн мужества, укрепляя нашу уверенность в непоколебимом присутствии Бога. Стих 1212 – это веха веры, напоминание, которое мы должны запечатлеть в наших умах и сердцах. Это подтверждение силы, которая преодолевает испытания, маяк света, сияющий даже в самых темных тенях. Взирая на это обетование, мы смотрим в завтрашний день с уверенностью, что Бог впереди и ведет нас по пути победы. На рассвете каждого нового дня ангелы шепчут нам в уши эхо божественного провидения. Завтра нам суждено совершить чудо, которое развяжет финансовые узлы, сковывающие нас. Это восстанавливающее благословение поднимет нас на новый уровень, где необходимость просить о финансовой помощи исчезнет. А с течением дней неделя будет приносить не только чудеса, но и удивительные возможности и безмерные благословения. Вера призывает нас передать свои тяготы в божественные руки через молитву и прошение. В скорбях мы находим убежище в общении с Богом. С сердцем, полным благодарности и смирения, мы представляем свои чаяния перед Небесным престолом. И именно в этой связи мы осознаем божественный ответ, слыша тихие слова благодарности, исходящие из сердца Творца. Уверенность в том, что все содействует нашему благу, звучит как песня надежды. Божий замысел подобен невидимой нити, которая сплетает наши переживания и проблемы в гобелен преображения. На горизонте маячат перемены, путь обновления, который приглашает нас с уверенностью принять неизвестное. Когда мы сталкиваемся с этими переменами, нас окружают неожиданные благословения, наполняя наше путешествие моментами радости и благодати. Эфемерность жизни напоминает нам о нашей хрупкости, но Слово Божье остается непоколебимым. Цветы могут вянуть, листья опадать, но божественная истина вечна. Провозглашая стих 222, мы подтверждаем свою веру в неприходящее Божье обещание. Эта вера переходит в действие, побуждая нас не терять надежды на чудеса и продолжать молиться с верой, зная, что Бог удовлетворяет наши нужды еще до того, как мы их сформулировали. В то время как расплата за грех, смерть, Божья благодать преподносит нам высший дар – вечную жизнь через Христа Иисуса. Этот дар выходит за пределы земной жизни, соединяя нас с вечностью. Смерть – это не конец, а начало пути к полноте жизни в общении с Богом. С каждым провозглашенным словом и каждым пропетым стихом мы укрепляем основы нашей веры.
Руководствуясь этим божественным посланием, мы открываем свои сердца навстречу чудесам, которые Бог приготовил для нас. Мы встречаем каждый день с дерзновением, уверенностью и благодарностью, помня, что мы окружены любовью и заботой нашего Творца. Наш Господь, Бог, обращается к нам со словами утешения и надежды. Он говорит нам, что мы снова будем смеяться, снова верить и любить, если останемся в Его присутствии. Его слова, словно корни, уходят вглубь нашего существа, направляя нас к свету. Благодаря связи с Ним мы получаем возможность просить о том, чего жаждет наше сердце, с уверенностью, что это будет дано. В этот момент размышления Он приглашает нас подтвердить Его обещание. Иисус как будто шепчет нам на ухо, напоминая, что мы стоим на пороге значительного перелома в нашей жизни. Мы вот-вот переступим порог нового этапа, где благодать заключит нас в свои милосердные объятия. Любой голос, направленный против нашей судьбы, умолкнет, ибо сам Бог – наш защитник. Все благословения нисходят свыше от Отца Небесных светил. Он – неизменный источник любви и щедрости, изливающий на нас свои дары. Как тени меняются с уходом солнца, так и Бог постоянен в своей любви к нам. Дни сокрушений и страданий подходят к концу. Вы можете почувствовать это в воздухе, как мягкий дождь процветания, падающий на вашу жизнь. Следующая глава вашей жизни будет отмечена изобилием. Процветание будет течь, как вода в ручье, затрагивая все аспекты вашего бытия. Двери возможностей широко распахнутся, и вы получите денежный сюрприз, который изменит вашу ситуацию. Вы как будто выиграете приз в лотерее божественных благословений. Если вы чувствуете в своем сердце уверенность, напишите 555 и попросите этот дар веры. Дорогой Бог, на этом жизненном пути я жажду чего-то более глубокого. Я хочу не просто жить и умереть, но жить в мире, радости и полноте цели. Вчера вечером я вознесла свой голос к небу, делясь с тобой своими надеждами, тревогами и болью. Ты, слышащий молитвы и понимающий глубочайшие вздохи моего сердца, принял к сведению мою ситуацию. Твои любящие уши улавливали каждое слово, которое я произносил в тишине. Даже когда текли слезы, ты был рядом, держа каждую из них в своих божественных руках. Твои глаза наблюдали за моим путешествием, и твои любящие руки окружали меня утешением. Ты не оставляешь без внимания мою ситуацию, ты присутствуешь в каждой детали, разделяя мое бремя вместе с моими близкими. Есть один Бог, один посредник между небом и землей, Христос Иисус. Его присутствие подобно мосту, соединяющему духовные и человеческие миры. В нем я нахожу прибежище и спасение. Если вы чувствуете сердцем истинность этого утверждения, напишите 777 и покажите свою веру в Иисуса. Дитя мое, ты не одинока в своей печали. Твоя ноша, какой бы тяжелой она ни казалась, подошла к концу. Бог видит твои трудности и протягивает к тебе свою любящую руку. Скоро вы ощутите Его благословение, которое польется на вас, как река благодати. Это дар, который готовится на небесах, и скоро он обрушится на вас, как освежающий дождь.
Придите в Божье присутствие со спокойным умом и открытым сердцем. Отдохните в уверенности, что все в Божьем порядке. Все тревоги рассеются, и мир наполнит ваше существо. Пролитые слезы будут собраны в кувшины любви, а двери, которые вы так хотели открыть, с легкостью распахнутся перед вами. Помните, что ничто не может остановить благословения, предназначенные вам Богом. Они уже в пути, движимые Его непоколебимой любовью. Будьте готовы к получению благословений, будьте восприимчивы и готовы принять дар, который изливается на вас. Ваше чудо уже происходит, и ваша вера – это ключ, который откроет двери божественного проявления в вашей жизни. Я от всего сердца желаю, чтобы это послание надежды и веры наполнило вас ободрением. Я призываю вас поделиться этим посланием с другими людьми, которые могут в нем нуждаться. Сохраняйте веру, потому что в каждом слове, в каждой мысли, в каждом шаге, который вы делаете, Бог с вами. Наберите 999, чтобы заявить о грядущем чуде, и напомните нам, что нас окружают божественные благословения. Пусть это послание веры и любви укрепит нас на предстоящем пути. 2000 лет назад Христос одержал победу над врагом, положив начало эре побед, которая продолжается и по сей день. Это грандиозное достижение изменило траекторию развития человечества, явив пример триумфа, который находит отклик в каждом верующем сердце. Как вечное свидетельство, эта победа гарантирует нам, что никакое оружие, созданное против нас, не устоит. И в этом понимании мы можем обрести покой и уверенность, ибо божественное послание ясно: сила Бога непоколебима, а Его защита непреодолима. Именно в этом контексте Божественное открывает вечную истину. Вскоре линии вашей истории будут перерисованы яркими оттенками успеха, исцеления, здоровья, изобилия, процветания, любви, счастья и мира. Усвоив это обещание, мы устанавливаем более глубокую связь с Богом, который ведет нас, и благодарность за дарованные нам благословения становится невыразимой. Мы со смирением принимаем эти дары и понимаем, что каждый из них является отражением божественной любви. Божественная мудрость учит нас, что то, что Бог приготовил для нас, уникально и исключительно. Никакие земные силы не могут лишить нас тех чудес, которые Он задумал. Так давайте же усвоим эту истину и заявим о своем доверии через число 2222, символ соответствия божественному обетованию. Это число несет в себе послание подготовки к возвращению величия в нашу жизнь. Давайте сохраним наше сердце и умы открытыми для сверхъестественных изменений, которые вот-вот произойдут, ведь это наш сезон благословений и благосклонности. Отправляясь в путь, мы должны быть сосредоточены на своей миссии, не обращая внимания на отвлекающие факторы, которые пытаются сбить нас с пути. Божественный план глубже, чем мы можем себе представить, и наше внимание должно быть сосредоточено на том видении, которое Бог имеет для нас. Не будем тратить время на тех, кто не согласен с нашим путем, ибо Господь рядом с нами и защищает нас от всех невзгод. Это обещание защиты напоминает о непоколебимой любви Бога к нам. Те, кто верит в эту любовь, могут укрепить свою веру, набрав число 333,
тем самым подтвердив свою веру. На этом пути давайте помнить, что мы глубоко любимы Богом. Мы Его дети, созданные по Его образу и подобию, наделенные силой и стойкостью. Бывают моменты, когда мы отвлекаемся, когда заботы мира заслоняют от нас видение божественной благодати. Но даже в такие моменты Бог знает нас досконально, понимая наши самые глубокие мысли и чувства. И если вы чувствуете призыв к более глубоким отношениям с Богом, наберите 55-55 и позвольте Ему окружить вас своей любовью и благодатью. Не позволяйте усталости одолеть вас. Приняв на себя обязательство жить для Бога каждый день, мы открываем дверь в жизнь, наполненную благословениями. Позитивные преобразования не за горами, и очень важно не терять надежды. Набирая 777, мы подтверждаем свое доверие к божественному плану, просим мира для наших сердец и защиты для нашего разума во время сна. Пусть Бог будет нашей крепостью, защищающей нас от всех ночных угроз. Будем помнить, что во времена неопределенности Божьи планы превосходят наши самые сокровенные мечты. Во имя Иисуса. Аминь. Если эта молитва тронула ваше сердце, подпишитесь на канал, чтобы укрепить свою веру и поделиться этим посланием надежды с теми, кто в нем нуждается. Давайте верить, что Бог всегда сопровождает нас, направляет и поддерживает. Здравствуйте, дорогие соратники, разделяющие веру и надежду. С огромной радостью мы собрались в этом священном месте, ибо послание, которым мы хотим поделиться, выходит за пределы времени и пространства. Если вы хоть раз ощущали на себе влияние божественной благодати и любви, то это приглашение адресовано вам. Каждый раз, когда мы встречаемся здесь, наши взгляды находят открытые сердца, души, жаждущие утешения и ответов. Мы видим слезы удовлетворения, благодарные улыбки и виртуальные объятия, выходящие за пределы экранов. В этом проявляется сила сообщества, обмена опытом и, прежде всего, Божьей любви. Сегодня я хочу обратиться к вам с призывом присоединиться к этому вдохновляющему движению. Выбрав опцию «Спонсор», вы получаете возможность стать ключевой опорой, поддерживающей продолжение этого духовного пути. Ваши пожертвования позволят охватить больше сердец, поделиться надеждой с более широкой аудиторией и создать атмосферу взаимной поддержки. Представьте себе, какое влияние мы можем оказать вместе. Благодаря вашей щедрости мы сможем расширить наши программы и охватить еще большее число людей, ищущих утешения и руководства. Кроме того, мы получим возможность повысить качество наших передач, обеспечив ясность и преданность каждому слову. Принимая на себя роль спонсора, вы становитесь частью нашей духовной семьи. Каждый поступок, каким бы маленьким он ни был, является проявлением вашей веры и заботы о ближнем. Осознайте, что каждая затронутая жизнь, каждая просветленная душа отражают вашу приверженность. От всего сердца мы благодарим вас. Если вы чувствуете в своем сердце призыв, не медлите. Немедленно нажмите на кнопку «Спонсор» и станьте частью этого божественного путешествия. Каждый вклад неоценим и окажет неизмеримое влияние. Вместе мы продолжим распространять послание любви,
надежды и веры во все стороны света. Пусть наши действия будут направлены божественным светом. Пусть наше единство будет укреплено любовью, которую мы разделяем. И пусть наша миссия продолжает оказывать влияние на жизни людей и приводить к переменам. Присоединяйтесь к нам. Объединенные мы более устойчивы. Объединенные мы стоим за надежду. Подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с 5 близкими друзьями или в группе, где вы чувствуете, что это послание необходимо. Поставьте лайк и активируйте колокольчик, чтобы получать Божьи послания. До следующего послания. Аминь.